На ваших экранах вновь официальные дневники Международных интеллектуальных игр 2018. Несмотря на жаркую погоду в 30 градусов, на наших соревнованиях по различным направлениям игр температура еще выше. Олимпиада школьников Туймада по техническим и естественным наукам проводится в 2 этапа. Первый состоялся 10 июля. Участников разделили на 2 лиги – младшую и старшую. И на выполнение заданий было отведено 5 часов. Значит, дети решают задания, теоретические задания, по физике, химии экспериментальные задания, ну а по информатике там, значит, 2 дня они работают за компьютером. Задания составляются очень долго. Я не могу сказать, это может быть там месяц, может быть несколько месяцев, может быть годами составляться задание. Задание составляет методическая комиссия. Она заранее уже известна, утверждается приказом Министерства образования и науки, например, наша Олимпиада нашей республики. И, значит, члены методической комиссии уже в конце, поближе к Олимпиаде, уже обсуждают. Там проходит иногда по некоторым предметам как конкурс задач, и выбираются задания. Они закрытые, то есть никто не доступен. Они открываются только после того, как проходит Олимпиада. Я ожидаю встретить и познакомиться со многими людьми из разных стран. Это будет сложно, но я сделаю все, что в моих силах. 11 июля состоится 2-й тур Олимпиады, где участники выполнят новые задания по своим предметам. В первый день соревнований по 3D-моделированию участникам раздали задания, и они приступили к выполнению технической части. Давайте узнаем, чем же они занимаются. Мультистол, который должен вмещать в себя набор шестигранных ключей, отвертки, ключ для удержания нагревательного элемента экструдера, гаечные ключи, пассатижи, кусачки или тонкогубцы и плоскую лопатку. Много деталей сломался. Принтер сломался. Он не сломался, он что-то, я не поняла. Он, ошибку выдавал, нам заменяли принтер, и мы теперь не успеваем некоторые детали распечатать. Когда участники соревнований по 3D-моделированию утомляются от своей работы, они могут прийти в зону отдыха, расслабиться, посидеть на пуфиках или поиграть в приставку PlayStation и Xbox. Завтра участники приступят к художественной части задания. В Фине состоялась научно-практическая конференция по 8 направлениям, участники которой рассказали о своих работах перед экспертной комиссией и другими участниками игр. Международная научная школьная конференция «Конкурс» ведет работу по 8 секциям: компьютерные науки, информационные технологии, математика, инженерное дело, физика и астрономия, химия, естественные науки, общественные науки, биология, медицина и здоровье. В данном направлении принимают участие более 80 участников. Тема моей работы – фрактальная Wi-Fi антенна, основанная на текстолите. Работал я над ней больше года. Тему я считаю актуальной, поскольку у каждого в доме находится Wi-Fi роутер, и многие сталкиваются с проблемой плохого сигнала. Поэтому эта Wi-Fi антенна может быть решением для всех, для многих. Поскольку я выбрал эту тему, поскольку я столкнулся с такой же проблемой, и поскольку не было нормальных аналогов на рынке, пришлось создать свою. Все участники долго работали над своими проектами и надеются, что их работы будут оценены по достоинству экспертной комиссии. Но все же волнение перед своим выступлением присутствует, а поворот страх выступления перед публикой для сегодняшних выступающих уже огромная личностная победа. Я начала эту работу 2 года назад, то есть в 8 классе, и я использую DVD-диски для подсветки ледовых скульптур. Думаю, да, потому что ледовые скульптуры стали популярны во всем мире. Данный проект можно использовать в местах скопления людей. Можно использовать для подсветки ледовых скульптур или же просто на праздниках. Сегодня по всем секциям была защита презентаций. Дети рассказывали о своих научных работах экспертной комиссии. Самое главное, что участники сами пытаются заниматься наукой.
В науке нет окончательных ответов. Нужно находить новые способы решения проблемы. И я считаю, что это более интересный способ, чем просто читать книги или работы других ученых. По словам экспертов, работы будут оцениваться по обязательным критериям, таких как новизна проекта и его актуальность, подача материала и практическая часть. Следующим этапом международной школьной научной конференции конкурса станет постерная сессия для экспертов, которая пройдет в Центре спортивной подготовки «Триумф» 12 июля. Всю информацию об играх вы сможете найти в наших социальных сетях, а также в ежедневных телевизионных дневниках, которые вы сможете найти на нашем YouTube-канале. А с вами были официальные дневники МИИ 2018. Увидимся в следующем выпуске!